Pshati. Many are unwilling to wake up with dawn. Sun on peaks is spilling rays. New day is born. High gorges awaken, breezes start to sweep. Life has overtaken. Pshati's still asleep. Pshati is the oldest among the divines. Thus is the tallest the mound he resides. Snow deceives the eyesight. Climb up and you'll spot there grows a big pine where you have got. Down its slopes rivers flow, spray waterfalls white. The glaciers will bow on its every side. Black stones slide with roaring, falling from the peak. Dark forests are soaring, gorges, which are deep. Дорогие зрители, мы снова в нашей уютной студии. И сегодня мы с Эльмирой Тамерлановой и Виктором. Виктора отчество, к сожалению, твое не знаю. Просто Виктор. Да, с Виктором. Мы будем обсуждать переводы Коста. Перевод Коста на английский язык. Я, наверное, сразу задам этот вопрос, за который на меня полетят тапки зрителей. А зачем вообще переводить Коста на английский язык? Какая в этом Виктор, есть если ты хочешь взять долю тапок, отвечай. Чтобы Алику досталось меньше. Давай. Действительно, Алик, то, что ты успел перед подкастом отметить, если произведения какого-то нет на английском языке, можно сказать, что мир его не знает. Ну, вообще, как бы переводы, как показывает практика многолетняя, мировая, они очень способствуют жизни произведению, да, то есть, как бы, по сути, текст, он же живет, когда с ним работают, когда его читают, а перевод — это вообще в этом отношении прекрасное дело, потому что перевод — это на стыке. То есть это даже текст читают не на одном языке, а на двух. Над ним думают, его обсуждают, его пытаются интерпретировать. И, конечно, когда ведется какая-то переводческая работа над тем или иным текстом, а уж тем более, если это английский, который до сих пор лингва франка, ну, это, конечно, не может не способствовать тому, что эти тексты будут знать, читать, обсуждать и все последующее. Я соглашусь со всем, что сказал Виктор. Если можно, только вот чуть-чуть добавлю. Вот мне кажется, что мы сами в работе над переводом лучше его понимаем. Вот есть какие-то строчки, которые мы с детства знаем и не задумываемся о них. И они становятся актуальными и наполняются смыслом, когда ты их пытаешься транслировать на другой язык. И вот, честно говоря, мы какие-то такие вещи даже нащупали, пока переводили, которые вот я вот спрашиваю маститых наших литературоведов, и они говорят: а мы об этом не думали. Потому что они знают эти тексты с детства, они их не критично воспринимают, а когда ты начинаешь разбираться, это уже вот через ткань другого языка, это уже другой уровень постижения. Ну, собственно, Виктор эту мысль сказал, я просто хотела вот обратить на нас внимание, что нам, переводчикам, как минимум это полезно. Даже если это никто не прочитает, я думаю, что наша переводческая группа очень много нарыла интересного. У меня был вот любительский опыт, я просто сравнивал, да, перевода стихотворения Коста Додой, осетинский оригинал и русский перевод. И вот если не знать контекст эпохи, то возникает вопрос, почему Фэяу, ну, тут скорее пастырь, да, стихотворение, да, где очевидно христианский смысл. По-моему, Алика надо брать. Да, вдруг превратился в вождя, в требование вождя. И если ты знаешь, что как раз в тот момент была реабилитация Коста, потому что до этого он был признан большевиками, буржуазным националистом, а тут, оказывается, он был предтечей, и он говорил, что к нам придет великий усатый вождь, который потом всех, кто пытался реабилитировать Коста, расстреляет. Ну, тут понимаешь, почему это возникло. И вот это 100%, что когда ты вот смотришь перевод, контекст эпохи, кто переводил, то это тебе открывает уже целую историю большую. Но, можно я тогда добавлю к этому? Вот я как раз открыла Step Forward Pastor. Значит, у нас как раз именно пастор. Пастырь — это же тоже пастух. Вообще-то однокоренные слова. Они просто одно стало религиозным термином, а другое осталось вот в сфере вот, скотоводческой терминологии. Ну, или там человек, который занимается
Так что у нас тоже пастор есть, и я считаю, что это правильно, более этимологично и интересно. Это очевидно, потому что в Библии напрашивается постоянно аналогия пастух и стадо. Только не в негативном смысле, которым сейчас люди поймут, да, а именно в хорошем смысле, что там, проведи свое там, стадо через долину, не побоись там, всех, кто попытаются напасть на твое стадо, я накажу, я защищу тебя. То есть в этом плане пастырь – это какой-то защитник для своего стада и негативного контекста не несет. И поэтому я, когда читал Додой, у меня очевидно напрашивался пастырь. А как вот Додой по-русски сказать? Я так и не... А как по-английски сказать? Вот вы мне скажите, пожалуйста. Так мы еще открыты, да? Для нас это тоже вопрос. Мы у всех все спрашиваем, на самом деле, всех очень внимательно слушаем, да. Надеюсь, что это будет полезно и нам тоже. Вот, ну, в вашей версии Додой тут тоже речь о пастыре идет. Да. Мы сейчас дойдем до этого. Если можно, вот тогда, как вот я, наверное, как преподаватель, предлагаю начать сначала. Вообще-то переводы Коста Ахитогурова на английский язык существуют с конца 80-х годов, но не вот в таком виде. И еще есть несколько изданий, где есть какие-то уже опубликованные части, где-то больше, где-то меньше. Ну, короче говоря, на самом деле, вот я, например, мои коллеги соавторы, они помладше, но я никогда не читала вот этих переводов, потому что мне было неинтересно. Ну, зачем мне читать Коста на английском языке, если я его читаю на остинском языке. Ни на русском, ни на английском я его не читала. В принципе, вот, это то, что я исповедую. Если можно почитать оригинал, зачем читать не оригинал? Поэтому я не знала этих текстов, честно скажу. И какие-то тексты, вот, когда кому-то надо было, мы переводили и так далее. Ну, и вот смотрите, вот сейчас мы все-таки все в цифре живем. Вот если это было с 80-х годов вот в таком виде, либо в какой-то брошюрке, в каких-то сборниках опубликовано, то это могло не стать достоянием вот какой-то общественности. Сейчас другое время, конечно же, и мы очень надеемся, что аудитория у этих переводов уже будет большая, другая, и это будут не только осетины, ну и в первую очередь осетины, может быть, говорящие на английском языке, а может, интересующиеся английским языком. А может, это будут вот такие, вот ты же зачем-то сравнивал Додой на русском и на остинском. Может, ты хотел доказать, что можно перевести, а может, наоборот, хотел сказать, что нельзя. Пусть такой будет опыт, пусть возьмут, пусть нас раскритикуют, пусть, наоборот, похвалят. Неважно. Главное, чтобы была какая-то работа с этим текстом, и он жил вот в умах и сердцах кого-то еще. Ну, учитывая, что сейчас мир находится в кризисе смыслов, это западные крупные компании продюсерские, они постоянно ищут какие-то новые сценарии, новые истории, и часто на всякие фестивали ездят, вот эта попытка, что это надо в Востоке найти, где-то еще найти какие-то новые истории, которые можно было бы переработать, и как бы это же такая абсолютно вот, имперская позиция. Мы берем вашего поэта, перерабатываем, достаем оттуда необходимые смыслы для себя и уже выпускаем это в рамках своей культуры. Но это эффективная стратегия развития. Ну, это же такой взаимный обмен. Тот же Пушкин, это же не чисто русское явление. На него влияли там Байрон, как известно, Шекспир. На Ахитогурова не повлияли Некрасов и весь контекст середины второй половины XIX века. Ну, как? Нет, это невозможно. Если сейчас идет такая реинкарнация, заимствование, то ничего страшного. Если Пушкин возвращается уже как Пушкин на английскую какую-то площадку, но это уже тоже... Ну, я исповедую тезис, что остины – это европейская нация. Я знаю, что за это меня часто ругают, и тоже меня начинают обвинять в ориентализме. Мы придем рекламировать, у нас отделение, остино-английское отделение на факультете остинской филологии, и я считаю, что это очень перспективное направление, и прям вижу, и сейчас очень большие задачи, которые стоят перед двуязычными. У нас, к сожалению, вот образовался такой разрыв. У нас остиноведы не говорят по-английски, а наши специалисты по английскому языку недостаточно интересуются осетинскими вопросами. Поэтому вот это очень такое
авангардное направление. Ну, может быть, зарезервирую себе еще. Ну вот, если позволите, тогда вот вернемся сюда. Вот идея была не наша. Вообще к нам обратились вот замечательный наш издатель Козырева Жанна обратилась с вопросом, не можем ли мы отредактировать вот переводы Уолтера Мэя. И я подумала, что это очень интересно, и наконец я тоже почитаю, погружусь и как-то узнаю. И тут началось. Ну вот если вот так сразу посмотреть, и вот оно идет. Ossetian harp, осетинская арфа. Ну вот как это скажешь, Ирон Фандер? Если написать Ирон Фандер, то это будет Iron Thunder. Одно слово будет известное железный, второе слово будет неизвестное Thunder. И в любом случае это уже получается какой-то misleading, да, такое что-то. Вот Iron не подходит, хотя вот хорошо было бы Iron Thunder просто транслитерировать. Ну, наверное, все-таки так и сделаем. Но как задать, что его надо читать не Iron Thunder, он не из железа сделан, Да. а как прочитать его как Ирон Фандер, и как это все прокомментировать, это вот интересный момент. Более того, вот Жанна как раз отметила, что сам Коста арфой не называл в русскоязычных текстах, он говорит про лиру. И Да. вот эти знаменитые некрасовские слова «я лиру посвятил народу своему», вот перекличка полная, и у него тоже лира. Ну, нужно ли оставлять арфу? И вот как только мы зацепились вот за вот это, то, что написано на титуле, то уже, конечно, у нас пошли другие вибрации. Уолтер Мэй переводил Коста... 86-87 годы, да, То есть может быть. переведенного на русский язык Коста он переводил Знаете, на английский. как я, конечно, спрашивала вот про, к сожалению, поздновато начала этим интересоваться вопросом. Ну, как-то вот у меня, я тогда уже училась, и как-то у меня было это, что Уолтер Мэй и какое-то вот почтение, потому что я слышала, что вокруг вот в таком культурном контексте звучало это имя как переводчика Коста. Но я как-то вот, к сожалению, недооценила всего этого. Ну, и вот... Значит, Ossetian harp, понятно, мы не поддерживаем это. И вот начинается сразу Наштван, да, он структурирован. Вот вопрос был, с какого языка он переводил. Он приезжал сюда, и я думаю, что какие-то респонденты, скорее всего, у него были, да, он, наверное, спрашивал, подстрочниками пользовался, русскими текстами пользовался. Наверное, были люди, которые его консультировали. Они с супругой приезжали, здесь бывали. Поэтому я думаю, что такая лаборатория какая-то была. Ну вот, понимаете, как... Насколько работает Ну, просто как лаборатория поменялся была даже успешной. смысл в названии. Лира из лиры перешла в русскую лиру именно инструмент, а у него это уже точно инструмент. То есть потеря смысла же произошла какая-то такая. Ну, арфа тоже, у нее символизм тоже есть, Да. достаточно интересный. И, не знаю, все-таки нам бы хотелось как минимум, чтобы слово «фандер» осталось, пусть Ossetian Фандер, нет, вот хочется Ирон Фандер все равно, чтобы было. И вот смотрите, Наштван. Наштван на многих языках вот, европейского говорила, он тестамент, вот так он, как заповедь, завет переводится. И вот самое, опять вот думаешь, ой, Уолтера Мэя, начинаешь... Вот, знаете, не подумайте, что мы как в плохой рекламе ругаем этот. Нет, это вот анализ какой-то. Мы очень с большим почтением подходили к этим текстам, и каждый раз думаешь, вот это стихотворение, наверное, так, как мы себе это видим. И вот какие-то стихотворения, отторжения начинаются на уровне названия или первой строчки. Какие-то нужно дочитать и дойти до последней, и сказать, что нет, это не так. Какие-то надо на поверхности непонятно, потом ты разбираешься и понимаешь, что что-то все равно не так. И вот смотрите, Алик по-английски же говоришь? Естественно. Ну вот. Pardon me if my song's intonation. Представляете, пардон, intonation, интонация. Вот это первый самый напарман, кадьюда, мажарок. И вот я вот этот вопрос задавала. Вот Виктор уже столько раз меня слушал, мне уже неудобно при нем это повторять. Неудобно при нем это повторять. Я поэтому люблю на студентов говорить, когда первый раз это говоришь. И вот смотрите, напарман, как это еще по-другому по-астински можно сказать? Хатерман бака? По-русски как это скажешь? Прости, извини, не скажешь. Извиняй, тоже не скажешь, да? Что-то надо, вот это напарман,
ну вот Жанна тоже переводила, у нее forgive me, ну forgive лучше, pardon me, это вот типа извиняй. Ну да, это... Pardon — это вообще такое же дежурное слово. То есть, Да, оно более какое-то понебратское. Задел Стиль, кого-то в да, толпе плечом, такой pardon. Да, не тот регистр, конечно, вот этот pardon. И тогда вот начинается, вот у нас с Виктором уже есть какие-то любимые первые слова. Вот мы начинаем спотыкаться на самом первом слове. И вот пока ты это первое слово не проживешь, вот в этом контексте у тебя ничего не получается. Это удивительно. Вот можно застрять в самом начале. Что такое пар? Вот, например, я вот пришла к выводу, к собственному, что это «не суди меня, дай мне право». Бармен рад. Пар это бар. Бармен рад, бармаман рад, там автожарон, автозурон, автонов. Парман. И вот, например, я предложила вот, charge me not, не суди меня. Не суди меня, да. Не суди меня, не осуждай меня, ну как бы даже вот give me a right не хотелось, как-то тоже не подошло. А вот не осуждай меня за то, что, мне кажется, вот можно это рассматривать. Ну, если мы говорим forgive me, это уже такое какое-то глобальное прощение, когда ты к человеку должен обратиться с одой. Нет, ну почему? Оно задает такой тон, да. Оно более близко. Ну, зато у нас в следующий раз расскажем, у нас еще и там этимологически. Мы заодно и этимологию латинских и английских слов тоже лучше понимаем. Ну, вы знаете, вот вообще вот эта идея нашего подкаста с Виктором была в том, что мы все время об этом говорим. Вот мы сколько-то месяцев уже живем вот этими переводами, и все время нам хочется это обсуждать. И вот, знаете, я благодарна всем, кто хоть как-то вот кто-то услышит, даже не зная английского, у кого-то завибрирует какое-то звучание, кто-то поймет смысл. Вот у меня есть магистрант прекрасный Олег Дегоев, и я вот им когда сказала, вот объясняла, почему мне не нравится это pardon, intonation, lamentation, там вот это причитание вот эти. И я вот объясняла, что такое lamentation, что это вот такая форма скорбные песни, причитания и так далее. И я говорю, а вот как вам кажется, я бы на ты шагамет амадын Олега Автофакота, мамагашкана, оттер наштван реквием нау. И вы знаете, вот мне это тоже щелкнуло. Вот он двумя словами сказал, вот, да, там много скорби, там много про смерть, но это не реквием. И вот каким это образом не реквием, ну, мне кажется, это вот прям передает суть этого произведения. Это про скорбь, но не про не посмертное какое-то это. Вот, мне кажется, это очень важно. Поэтому, вот, например, этот наштван нам не подошел вот из-за этого pardon me, intonation, lamentation, ну, а все остальное как-то вот вроде бы насколько я теряюсь в перевод, даже в английском, я-то хорошо знаю финансовый английский язык, я любитель деловой прессы, и тут только что сказал, да, конечно, я знаю, и тут меня понесло сразу так. Нет, так ну, перебираю да, в голове скорбь, слова. Да, потому что... Ну, лишь бы наши финансы были не скорбные, поэтому, до бар с экономом, да. А давайте еще разберем вот такие самые яркие моменты. Это же какая-то культурологическая история, вот если мы говорим Parman, forgive me или Charge me, да. То есть, чтобы зрители прониклись в того, что просто, если делать буквалистичный перевод, то просто потеряется все абсолютно. Я уверен, что у вас есть там самые яркие такие фрагменты интересные, да, которые там отражают разницу наших культур даже в попытке перевода Коста. Ну, как сказать, английский язык имеет самый большой словарь. Уж они там могут все что угодно передать и сказать. Это то, с чем я столкнулся. Безусловно, да. Есть выражение, что русский самый богатый язык. И я просто объясняю, что в английском языке больше слов, чем в русском языке, потому что Англия, Британия – это большая империя. Это статистика. Да, но люди этого не понимают. Я даже начали подкаст мы с того, что зачем переводить Коста. Люди не понимают, что мы живем в абсолютном примате английского языка, что большинство контента мирового, оно производится там, это 92 или 3% на английском, потом идет там французский или немецкий, какие-то там несколько процентов, и все остальные языки. Что если мы хотим сохранить свою культуру, имплементировать ее в мировую культуру, то нам в любом случае придется как-то это переводить и доносить до людей.
учитывая современные тенденции? Ну, или искусственный интеллект за нас донесет? Ну, естественно, буквальный перевод – это не то, что наша цель. Все-таки мы идем за смыслом, за наполнением. Какими-то моментами, естественно, приходится жертвовать. Но, во-первых, у Коста, ну, это же для песни все было, у него свой ритм, у него своя музыка этого стиха, свое количество слогов в каждой строчке. Да, каждую строчку нужно просчитывать. Не потому, что я вот хочу быть таким кстати, математиком. возможно вообще сохранить вот там... Я просто еще со школьного курса помню вот стихи, да, там Ямб, Арей, да, и прочее. Возможно ли сохранить вот этот ритм? Я тогда, раз нас Алик так я сразу скажу, вот последние 3 дня у меня у самой lamentation, и я вот не даю спокойно жить моим друзьям, потому что, вот смотрите, Анахай, да, вот не хотела, я хотела вообще все подряд говорить, ну вот ладно, давайте Анахай. Ну, во-первых, какое мощное начало. Опять же, опять можно застрять на первой, не то что строчке, а на первом. Маиров ащи. Вот знаете, я, извини, повторюсь при тебе опять, Виктор, вот я каждый раз, когда его хочу сказать или привести пример, у меня каждый раз бывает паника внутренняя, потому что я бы сказала Наиров ащи. Ну, у Коста Маиров ащи. И я каждый раз, вот у меня, знаете, внутреннее вот это восхищение, думаю, а вот он сказал Маиров ащи. А я думаю, а я бы сказала Наиров ащи, потому что, ну, я не Коста, я не мужчина, нет у меня такого волевого характера. И я как-то вот это мы, да, вот такое размыто. И я бы сказала Наиров ащи. И у меня каждый раз вот какой-то заминка какая-то случается. Естественно, я хотела, чтобы это тоже было так. Это самая первая строчка, да, Анахай, Маиров ащива, Дасина Дакугай. И вот Маиров, вот для меня это было важно. И вот у меня было, у Ултера, я уже не помню, как было, Сишес чего-то там, Youth, по-моему, Сан, это у меня, по-моему, было. А посмотри, пожалуйста, как там было этот... И вот я перевела Sons of Maya Sisha. Вот это первое не получается. Maya Sisha Sons, как-то мне показалось неправильно. Вот Sons of Maya Sisha. И я перевела и была спокойна, что вроде бы получилось. И какие-то другие вещи меня очень беспокоили. И я сидела, значит, и обсуждала это с ними. И вдруг оказалось, когда я уже проверила, пересчитала, согласовала, и мне казалось, что вот все легло, а оно не поется. Вот это знаменитое, не буду сейчас эфир за своим этим вокалом перегружать, но все мы знаем эту мелодию, а она не поется. А надо тогда Asisha's dear sons, и у меня вот Sons of my Asisha, your joys and your fears. У меня женская рифма, а у него мужская, Дасина Дакугай. И вот пока ты не скажешь Asisha's sons, your fears and your joys, вот тогда это поется. Но тогда не ложится вот все остальное. И я вот как раз таки уже, когда мы такую последнюю редакторскую правку сделали, вдруг я поняла, что оно не поется. И для меня это вот просто какой-то вот удручающий момент. Я даже немножечко как-то вот сникла, потому что я поняла, что вот не над тем я думала и не то я делала. То есть тут надо выдержать баланс с одной стороны между смыслом, а с другой стороны ритмом. Не только ритмом, а еще и песенностью. Это же все-таки музыка, да. Это же все-таки сборник именно песенного творчества. И вот отсюда у него, например, там 11 слогов, 10, 11, 10, или там 10, 9, 9, 10. Вот. Очень четкий ритм у него, очень четкий. И если ты не будешь его соблюдать, то у тебя это не получится. Но я это все сделала, я все это просчитала, я сложила смысл, я прочитала слоги, и вдруг он не поется. Представляете, вот просто вот какой-то удручающий. Ну, один из моих любимых спикеров, Жаринов, сказал, что стихи нет смысла переводить на иностранные языки. Никто их не переводит, кроме русских. Ну,
Ну, почему? А и что, от того, что русские перевели там того же, не знаю, всех этих классиков немецких или английских, что они не обогатили свою культуру этим самым? Ну, Почему это? Разве плохо? я только благодаря русским переводам вообще с европейской классикой ознакомился. Если можно, тогда еще расскажу. Вот там первый куплет и последний, они почти похожи, чуть-чуть различаются. И вот мы тоже это, я тут добавила такой от Эдгара Аллана По, но не прошло это у меня, вот мои чуткие редакторы мне сразу это завернули. Значит, вот если позволите, у меня, значит, начало такое было, ну, это в том не поющемся варианте. Sons of my Sisha, your joys and your fears, I tried to forget when I fled. Will you revenge, and no tears on the day of my death will be shed. И вот тут у меня было последнее, там чуть-чуть you have revenged, и все-таки ты мне... Анахайф факотон мамар, да, там, да, Сашта Шигай. Вот у меня получилось you have revenged, no tears on the day of my death will be shed. И все-таки ты отомстил во мне, да? Вы мне отомстили, и не будет пролито, дословно получается, не будут пролиты слезы в день моей гибели. А у меня было так... В этом было, да, у меня в прошедшем времени было no tears on the day of my death have been shed. Как будто это уже случилось. Вот такой от Эдгара Аллана По у меня был какой-то момент, но потом я решила, что нет, не надо так вот прям совсем самовольничать, и сделала в будущем времени Анахайфа Котон Мамарт. Да. Ну, вообще, на самом деле, интересно. Ну, вот если позволите, к началу вернемся. Ну вот смотрите, она навшна, тжмагай мамакаш, мафудажаронт, дажарда мамахаш, мажардай конт. Ну вот и в русском переводе нам режет это слух, что смотришь, суровый отец, ты не прав. Ну да. Надо дать культурный базис. Да, фудан целка, да, ты не прав. Макаш, ну, может быть, тоже императивная форма, но тем не менее, ты не прав, это уже too much, конечно, будет. И вот это, конечно, нехорошо, например, в русском тексте. А у него тоже нехорошо. А ну-ка, что у него там? Don't look at me madly, son father of mine. Don't take it too badly, my heart's chosen line. Да, вот понимаете, чтобы badly зарифмовать, он дает madly. Да, да, тут тоже добавляется не осуждение, а безумие какое-то. Да, вот опять же отцу сказать don't look at me madly, ну, не знаю. Ну, это уже будто бы абсолютно другое стихотворение, ну, другая поэзия. Ну, и другая культура общения, да, взаимоотношения. И вот, значит, вот здесь тоже, ну, думаешь, ну, ничего, перевел, слава богу. И вот спотыкаешься от этого медли, и, конечно, понимаешь, что это уже вот не какая-то недопустимая такая культурологическая опрометчивость, которую нельзя оставлять. И в целом, вот, может быть, и ничего, но так как у нас нет права править, пардон за тавтологию, вот в отдельных кусках, значит, вот приходится пересматривать весь перевод. Потом, вы смотрите, дажарда мамахаш, мажарда и конт. Вот мне, например, нравится вот этот корневой повтор. Я вообще люблю вот эти повторы корневые, мне вот как-то вот этот прием симпатичен. И вот я, например, очень хотела сохранить это вот хат 2 раза, чтобы тоже оно было вот дажарда, мажарда и кон, да, вот смысл вот, противопоставления сердец вот такое. Мне вот это вот очень нравится. Ну и что в итоге? У меня ни одного жарда нету, ни одного харта. В первом Катрене нету вообще ничего. Вопрос о том, что иногда все-таки жертвуешь чем-то. Да, хотя не потому, что мы недооценили, вот нравится. И есть какие-то фразеологические обороты, которые можно было бы has content, да, там что-то еще. Ну, не сложилось. Вот прям намеренным усилием пытались удержать вот этот корневой повтор, а в итоге ни одного сердца вот в первом кадре нет. Но есть другое. Вот во втором уже есть. Вот хат уже появляется и так далее. А если не секрет, из всего этого объема, насколько далеко вы зашли уже? Зашли. Целый коллектив занимается переводом, довольно большой, как я понимаю. Ну, мы как-то вот так вот, Эльмира Темриловна нас собрала, нас, получается, 4 человека, мы вычитываем тексты,
Там что-то нам присылает Эльмира Тамерлановна, там свой вариант, мы его вычитываем. Вообще мы хотели, мы так это, ну, собственно, мы это сейчас делаем, но мы хотели собраться и устроить какую-то читку. Это было бы прекрасно. Кстати, большая проблема, что у нас пропала вот эта традиция публичных чтений. Понимаешь, какая проблема? Вот у Уолтера Мэя ты читаешь какой-то перевод, и ты думаешь, ну, красиво. А потом ты понимаешь, что за этой красивой формой на самом деле вот и марокканские туфли, и... Шарак-Забр. Да. На самом деле Софьяновый переводится, Софьян как марокканский переводится на английский язык, но все равно вот в осетинской действительности Их марокканский... никто как марокканский не знал. Да, конечно. Они их больше, как, наверное, кабардинский знали. Ну, тоже... Ну, вот- это же что? Это же мягкое... Вот у нас в переводе получилось soft leather shoes, потому что из мягкой кожи. Даже вот, может быть, это козленка или ягненка. Ну, тоже не хочется ни козленка, ни ягненка, потому что там же все-таки много встречается, ну, немного, но встречаются там овцы, кони и так далее. И как-то вот не хочется в эту тему уходить, что получается, что мы почему-то уточняем, что это кожа козленка. Ну, например, в современном мире, может, это не актуально. А вот то, что soft leather, ну, то, что это из мягкой кожи, да, это уже какое-то что-то, да, хорошо что-то. Я просто кровно заинтересован в скорейшем переводе, выходе большого. Я объясню, почему. Виктор тоже в Твиттере сидит, и я думаю, он замечает, какой большой спрос на англоязычное представление осетин, потому что По-прежнему. мне очень многие писали, что вот мы сидели в Твиттере, там вообще про Осетию ищешь, там что-то на английском языке не находишь, и тут просто в какой-то момент такой несколько человек туда зашли, которые стали выдавать осетинский контент на английском языке, и у них очень большой спрос на это. То есть ты видишь у какого-нибудь там парня Остина 500 подписчиков в Твиттере, но при этом заглядываешь к нему, эти подписчики, это все PhD, это все Research of North Caucasus, там, то есть это все специалисты, которые вот за каждой крупицей информации. И я нашел, по-моему, на юбилей Коста, по-моему, это было в 90-х годах, когда 140 или 145 лет было Коста, была опубликована брошюра на английском языке о Коста, и там несколько стихов были переведены. Genius of Brush and Pen? По-моему, да, она такая бежевая, небольшая, формат небольшой, да. Понятно. И вот я ее отфоткал, я публиковал в Твиттере, там реакция была прям безумная, Очень приятно, да. А это Тамерлан Александрович Гуриев. Это отец? Тамерлан, Ничего себе, это особенно приятно. Да, если можно, про вот эти марокканские туфли, вот это очень интересно. The villagers loved him. In hills and in dales, his good name won't fade. When hungry, no tastiest tidbits he ate. As bridegroom, he never took off by the bed his Circassian gear. Why shouldn't this youngster be proud, though discreet? Till this very day, no one saw on his feet Moroccan footwear. Ну да, они выбиваются из контекста вот эти. Ну, нет, это было только начало. Вот вначале мы. Ну, не забирают на себя внимание. Вначале, на них сфокусировался. да, вот так и было. И, ну, этот Абононг нам якахал на фенда у Забр шаракой, да. И вот вначале Moroccan footwear, и думаешь, ну, сейчас заменим Moroccan на что-то, сделаем сносочку, что мы подправили это марокканское, заменили на софт, а потом вот то, что сейчас Виктор прочел, вот смотрите, Ачанхарина Агауя Штунгнабаша, что Ушкур Лапуя Забахан Нарала, что Сука Ярагай Бахатрика, а у него что получается? As bridegroom, he never took off by the bed his... Ну, какая-то уже прям бахатрка, вот постельная сцена намечается, которая невозможно. Ушкур-Лапу Яу, мы понимаем, что он разодет, как Ушкур-Лапу, да, в смысле, как жених разодетый, а не то, что там как-то это все. Ну, и вот когда уже вот такое еще, натыкаешься, тут уже одной звездочкой не отделаешься, это уже надо переделывать все, и тогда уже начинаешь читать и понимать, что да, к сожалению, Walmart — это большое стихотворение, очень большое, очень трудно дающееся. Ну вот пришлось его тоже за него засесть.
Это вот вы говорите, сколько поэтому, ну где-то половина Ирон Фандера точно, потому что по числу их действительно 32, где-то 33 уже даже получается, а вот по объему там, они же разные, которые, некоторые вот как Наштуан маленький, некоторые вот как у Ламарта огромный, трудный, и хотя на маленьком тоже можно, да, засесть и сидеть. Попробуй переведи Гино Гейш на английский. Мы, кстати, в свое время с ребятами часто спорили на тему того, что кавказцы, астины в том числе, часто на себя смотрят глазами писателей, представителей других народов. Конкретно русского народа, которые вот приезжали и записывали. И, естественно, вот даже Уолтер Мэй, ни в коем случае не критикую его, но вне культурного контекста его перевод тоже становится вот частью некого ориентализма. Если этот перевод уходит в таком неотредактированном формате в народ, то получается искажение на искажении культурном. То есть, условно, если эти тексты будет читать какой-нибудь англоговорящий человек, то, может, и нормально. Да, то есть для может быть, и нормально. Марокканские туфли, это хорошие туфли. Да, носитель английской культуры, да, как бы, он-то может быть... Но дело все в том, что он не знает, каков оригинал. Нет, это как будет с национальным греческим танцем, который появился и зажил своей жизнью. То есть, если этот прекрасный британец, который заинтересовался переводами астинского поэта, почитает это и представит картину себе этого Астина, то он себе представит, не знаю, это будет смесь между румыном и испанцем, не знаю, что-то такое будет. То есть он... Что-то там про Панаму тоже было. Я сейчас... вот Мэтхут и Панама. Это же... что-то уже было такое, да. Да, то есть в этом плане ты даже перевод транслирует не те образы. Да, вот, кстати, дело по сути в этом больше, потому что, когда переводят, два основных подхода, либо ориентируются на оригинал, либо ориентируются на читателя, такой прагматичный подход. Насколько это действительно прагматичный подход, а не просто, такие... Уолтер Мэй на кого ориентировался? К сожалению, мы его спросить не можем. Я думаю, что он, скорее всего, ориентировался все-таки на британцев, которые будут читать. Нет, он в любом случае не наш человек, не с нашим менталитетом был. А вот сейчас мы отметили какие-то такие явные эти. А вот, например, Ажар, да? Например, Ажар мы тоже пересмотрели, хотя вначале показалось, что вроде бы все нормально, но тоже потому, что не совпали вибрации. Ждажара Магакушин, Класагдара Факушин, Ома Хурахай, Ажар Мачашгай. Вот я, например, не вижу здесь любовной истории или романтической истории. Да. Это может быть просто обращение к такой человека, который хочет послушать со стороны. Я не вижу здесь никакой нежности. А вот у него, например, When I listen to your singing, then my work goes gaily ringing. Oh, my girl, my son, sing my lovely one. 3 раза my. My girl, my son, my lovely one. Это уже ты представляешь, у тебя картина возникает, что где-то на сеновале влюбленные, и он ее просит для него спеть. В любом случае такая фамилиаризация, интимизация какая-то происходит, которой я, например, не вижу, а тем более, что там же дальше нет этого Салма, Дажарда, Нешау, Фармаштай, Адама, Матай. Там вообще про такой пафос общенародный, а он задается неправильно. И хотя как-то мне тоже моя коллега замечательно, я ей сказала, рассказывала про какое-то произведение, а она английского не знает, с хорошим астинским, она говорит, хама бакаш мная моя байкушонку ду, автодай бакаш на мадажардам фасаузани. Я этот английский текст так прочту, что вам понравится. Я передам эту эмоцию, вы услышите там и рифму, и ритм, и что-то, и будет нормально. Я попробовала ей прочитать, она одобрила. Но тем не менее, my girl, my son, my lovely one. Да. Нет, Уолтеру Мэю. Да, мы я же говорю, мы часто сейчас Уолтеру говорим... Мэю не хватает чопорности. Это же на самом деле проблема, что поздняя Европа, они пытались...
чопорность была признана неким негативным качеством, она очень негативилась. Вот это жесткое воспитание с очень жесткими границами, оно постоянно критиковалось в последние, там, конец 19 века, начало 20 века, да, вот была эта культурная революция, которая произошла, и поэтому границы между людьми, особенно между полами, они постоянно снимались. А в то время как мы остались еще в этой архаике, и у нас эта чопорность сохранилась. Я думаю, что если Уолтер Мэй был бы там, в 18 веке, то он бы, может быть, больше бы переводил, как бы вот сохраняя. Нет, ну у Коста тоже есть такая лирическая поэзия. Коста тоже двигал в эту сторону. Ажар не лирическое стихотворение. Это все-таки про людей, про боль, про скорбь, про Адама Джаху Шадарак, Ажара Каму Юкарак. Там нет вот этого лирического. Да. Вот, ну, как мы до записи подкаста сказали, точнее вы, Эльмира Тамерлановна, что Коста, может, в каком-то смысле был предтечей этой культурной революции, которая произошла в Европе, потому что он стал писать про любовь. Для Осетии, да, конечно. Да, но опять же, не конкретно в этом произведении. Да, понятно, да, что не конкретно в этом, но что до этого, возможно, было недопустимо говорить на такую интимную тему. Да, безусловно, у него есть лирические строчки, это они есть, и ему не стыдно признать, что его отвергают и так далее. Может быть, тоже не всякий осетин может вслух сказать о том, что Рагой просят его глаза уйти. А у него есть мужество сказать. Он во всех своих слабостях спокойно сознается. Да? Штопай накажешь барагнадан, хшаргарта шлашан, мабон науманан. Он и в этом признается. Это не трусость для него, это его пацифистская позиция. Он и в этом, он не воин, он в этом расписывается. Его может отвергнуть девушка, и это он может о себе сказать. Вот, здорово. Я и читал воспоминания какие-то, разговаривал с людьми, чьи, скажем так, недавние предки застали Коста, и они даже были некоторые шокированы. Они не ожидали, что Коста будет так возвеличен остинским народом. Ну, простой сельский человек, он не осознавал величия Коста, видя его в жизни. Мягкий, нежный человек с больным здоровьем. Но в то же время, когда читаешь какие-то истории про то, что Коста приезжал в селение Гизель, и всем осетинам, которые давали показания на других осетин, он вставал и говорил, что, ну, буквально, если переводить на русский, вы людоеды. То есть ты ешь собственное мясо. И тут, а это уже была недопустимая смелость до такого же простого сельского человека, который видел Коста слабым, но при этом точно так же не мог сделать. Глаголом «жги сердца людей». Да. То есть это было страшно, потому что за это можно было поплатиться. За что как бы Коста и поплатился. Я думаю, что ссылка и стала причиной его ранней смерти, потому что в ссылке он довольно тяжело это все переживал. А можно подойдем к Додою? Мне вот, учитывая, что насколько я погружался в перевод русского осетинского, мне интересно, как на английском это звучит. Ну, кстати, если вот тебя именно вот это, фежмал, фиял, нафашта, вот это тебя интересует, да? Да. Ну, вот у Уолтера Мэя stir yourself, shepherd, awaken. Вот именно stir yourself, пошевеливайся, да, вот как-то так получается. У нас не... Тут еще же повтор тоже, фежмал, фежмал, тоже не так легко. И вот у нас получилось step forward, pass step forward, do stand, forward 2 раза, step forward, no. Вот. А вот смотри, Додой факанат, Марай Гуранхахта. Додой, трудное слово тоже, Додой, да? Вот у него это получилось grief, а у нас немножечко острее получилось curse. Давайте для наших зрителей поясним разницу. Grief, понятное дело, скорбь. Да. Горе, да. Горе, curse, проклятие. Ну, понимаете как? Во-первых, это Додо, это первое слово. Его он... Додо факанат Марай Гуранхахта, и мне кажется, вот у него начинается yes, sorrow ceases your mountains beloved, yes, sorrow. Вот, мне кажется, надо было сохранить вот это, то, что первым словом пустить вот в заглавие вот это. А у нас получилось curse on you, my native mountains, будьте вы прокляты, родные горы. Додо факанат шафа на кайва куфенин фалтал. Может быть, и можно пересмотреть это, но пока вот в таком неопубликованном варианте у нас curse on you. Потом, что еще вот в его переводе,
опять же, снимается вот эта категоричность, которая у Коста, да, то есть вот «додо» и «факанат», то есть это такое вот как бы открытое обращение, такое пожелание, да, Горе сослагательное вам, да? наклонение. Горе вам, проклятие вам, да? Вот Да, как-то так же. а Уолтер Мэй как бы это переводит просто в такой как бы факт, что вот да, это вот происходит. То есть он снимает вот этот вот какой-то личностный план, и как бы тут просто такая сухая констатация факта получается. То есть Ну вот и, этот честно говоря, вот эмоциональный общее такое накал. замечание, что мы не любим и стараемся избегать вот таких слов сложных. Вот этот Жайво Фалаша, у него аваланш. Ну это да, аваланш это сход снежной лавины, ну слишком. Есть и более такие snow slide, rock slide, stone slide. Ну вот сложные слова, без аваланша тоже можно обойтись. Вот мы где могли, хотя вот эти, вот в сам английский язык, эти иностранные слова очень хорошо интегрированы и ассимилированы давно и прочно, и не режут слух. Ну вот для Коста нам они резали слух, и мы старались обходиться без них. И поэтому вот это же его фалаша, у нас там не аваланш, а snow slide. Encounter тоже не очень хорошее слово у нас получилось, но mountains трудно рифмуется, очень сложное слово mountains оказалось. И вообще вот эта необходимость искать рифмы для одних и тех же слов, она очень такой челлендж постоянный был, конечно. Ну вот же его фалаша, ну, да, Юмала Фежмуат Ишкулагал. И вот, ну что еще? Вы тут перевели, как и в астинском, пастор, что все-таки речь идет о... Да, а у него шепот это тоже пастух. Ну, Да. не в религиозном или не в таком... А вы именно в религиозный формат Ну, перевели? не то, что религиозном, но именно в таком, с людьми. Пастор людей, пастырь людей. Вот так нам хотелось. Не пастор, а пастырь. Да, Вот так, пастырь, да. вот так. Ну, я понимаю, но Коста, как я понимаю, имел все-таки в религиозном контексте пастыря. Ну, Ну, в христианском, в любом как случае мне мы кажется, заложили, да. мы написали это с большой буквы, мы написали слово «пастор». А вот еще, если можно, тогда вот обращу внимание, нежно. Вот знаете, как сложнее всего переводить самые известные для нас строчки, да? «Кадма Балгая Гада и Малам». Вот у него неплохо, кстати, переведено «Dreaming of glory, we die without fame». Кадма Балгая Агадой Малам, dreaming of glory, we die without fame. Неплохо, glory, fame. Но вот смотрите, у него опять кад, агад. Он использует однокоренные слова. И вот, может быть, на английский его вариант нам нравится, но у нас все-таки seeking honor, dishonored, we die. Вот у нас тоже honor два раза, вот корень honor, dishonor. Вот именно из-за Коста, вот тогда хат и хат, вот то, что я говорила, вновь не получилось сохранить. А вот здесь вот мы это соблюли. Кадма, Балгая, Гада и Малам. Вот мы это оставили здесь и ставим себе это в заслугу. И фарн оставили там. Адам и фарн, Казахдарна Нара. Вот фарн мы хотим тоже оставить. The farn of the people is among the fees. Вот фарн мы тоже хотим. Оно не так часто у Коста встречается. Вот знаешь, вот что еще? Вот если говорить про многомерность такую, вот следующее там Шизаргаш. Вот у нас только название вот этого Шизаргаш несколько было. Orphaned mother, mother of orphans, mother and orphans, mother with orphans. Вот начинаешь вот даже вот с этим играть, вот как правильно сказать. И вот смотрите, как интересно построено вот это начало. Хаунбаргов Шинзел, да, вот как будто вот камера берет вот этого замерзшего, скукожившегося там вороненка или ворона, да, потом Ваттумахаши, как будто бы раздвигается, Шауайна Джержунсел Наркаухаши, значит, как будто раздвигается, да, вот камера отодвигает, а потом она въезжает в этот дом, домишко этот, и там все происходит. Вот понимаете, вот эту кинематографичность тоже хочется передать, вот как он вот это вот делает, вот как он наезжает камеру, уезжает. Переход планов, да, вот какая-то кинематографичность. Вот мы до этого про музыкальность говорили, но там и кинематографичность такая есть очень хорошая. И, кстати, вот хороший у меня пример вспомнился про то, что ты вот подбросился там I will. У нас, да, вот столько сидим над этими произведениями, что иногда какой-то выправляешь одну часть, а потом, когда смотришь на нее вот именно когда уже план передвигается, вдруг оказывается, что что-то на место легло и как-то закольцевалось, и тогда вот прям ужасно приятно и
хорошо. Но мы так хвалим себя, в смысле, честно говоря, мы не для этого пришли, чтобы поругать Уолтера Мэя, себя похвалить. Мы хотели пригласить всех к разговору, потому что времени катастрофически мало, работы катастрофически, ну не катастрофически, но слава богу много. И вот хочется, чтобы она была хорошо сделана. И сейчас мы говорим о том, что мы какие-то погрешности, которые были в том переводе, мы исправляем. Но это не значит, что мы своих не совершаем. Это безусловно. Ну, А как, допустим, можно присоединиться, вот, если люди абсолютные любители, но знают английский язык, знают астинский язык, и они хотят просто или понаблюдать за процессом, или как-то присоединиться. Есть ли такая возможность там? Я знаю, ты канал ведешь, телеграм-канал ведешь, но там я в последнее время публикаций не видел давно. Да, это да, вот и потому, что нам некогда. Да, канал, правда, пока такой в запустении, но если действительно найдутся такие люди, я Нет, думаю... да, нам нужны и читатели в том числе, которые бы сказали, вот у нас есть, среди нас есть люди с очень критическим мышлением. Это не то, что вот я сказала, или там Виктор сказал, или Жанна сказала, и все захлопали в ладоши. Нет, мы равноправные, мы все друг друга достаточно жестко припечатываем, не только Уолтера Мэя, но и друг друга тоже. Но именно потому, что мы хотим, чтобы это было хорошо. Вот сейчас задача не в том, что забраковать один перевод и выпустить другой, а сделать хорошо. Вот, то есть нужна вычетка, причем в большом объеме разными людьми. Ну, знаешь как, вот последний раз я на чем спотыкалась, ну, вот эта тема сиротства. Вот есть какие-то, вот в Чида есть эти строки пламенные, всем известные. И вот, ну, слава богу, у меня было счастливое и благополучное детство. Я за это очень благодарна судьбе и своей семье. Ну, вот я когда читаю подлинный, чтобы перевести вот эти два Катрена про его сиротство, я обрыдалась, читая истории, вот, ну, здесь англоязычные людей, у которых были oppressive и abusing stepmothers и так далее. Я их читала, статьи по детской психологии, по тому, как сказывается вот это все, потому что мне этот контекст не близок, и вот там вроде бы, ну, ничего такого, что нельзя сказать, и все равно будет, наверное, щемяще. Но мне казалось, что у меня нет морального права не знать, как себя чувствует вот сирота и так далее. И вот, ну, то же самое там вот про сельское хозяйство там, или про там сыроделание. Виды пшеницы. Да, вот есть какие-то темы, которые вообще мне не близки, как человеку города и другой эпохи. Но, тем не менее, мы считаем, что даже, может быть, по строчкам непонятно, что мы проработали это все, но мы вот прорабатываем вот этот достаточно глубоко все это. Было бы прекрасно, если вокруг вашей работы сформировалось такое комьюнити любителей, которые тоже бы это вычитывали, как-то в этом бы участвовали. А потом, я прям уже, даже в самом начале подкаста, я уже представил, как бы это хорошо смотрелось. Не знаю, какое-то выбрать место, где будет публичная вычетка на астинском и на английском. Давайте. И строчки будут параллелиться, идти. Я думаю, что это очень многих вызовет большой интерес. Даже тех, кто не очень хорошо знает язык, но хотя бы мелодику они будут понимать. Я сейчас говорю, конечно, об английском языке. Может, без знания астинского Коста трудно будет слушать. Я бы хотела вот про кубаду сказать. Тоже очень сложная кубада. Во-первых, какая короткая строчка и какая емкая она получается, да? В шате очень короткая строчка. Кубада в современность ворвалась очень хорошо в исполнении Антона Платонова, который исполнил эту песню с ребятами, и получилось прямо прекрасно. Ну, на русском языке. Он с ребятами из пел, и вот они смогли вот этот сохранить, ну, вот этот настрой, да, вот этот повествовательный, да. Часто мне не нравится, когда попадаешь, вот кубады исполняют, вот хор, кубаты исполняют, и они исполняют это так камерно, так вот прям хорошо слишком. И ты понимаешь, ну это немного не так должно исполняться. Это все-таки, мне кажется, что эта песня, она по-другому исполняется. Она не может быть очень официально исполнена. Ну вот, знаешь, наша общая, да, наверное, мы как-то не сказали об этом, наша общая претензия вот ко всему переводческому творчеству Уолтера Мэя, что у него нет нарратива.
Вот Коста пропевает или проговаривает свои тексты, и они вот воспринимаются. Вот то, как это переведено, оно все время нуждается в дешифровке, в каком-то дополнительном усилии, которое, даже зная вот исходный текст, ты все равно думаешь, а что ж там было, вот как-то, как будто он отдельно не существует. Но это общее, а вот опять же, если вот так прочитать, то вроде нормально, вот Кубада. Ну, например, очень трудно, да, вот у него имя Кубады появляется уже в конце вот этого первого куплета. А по законам английской грамматики вообще у него же все время инверсия идет, да, все время подлежащая в конце там, и так далее. И вот это уже становится каким-то уже не особым приемом инверсии, а какой-то вот уже... В общем, Коста заставляет его английский язык тоже подгонять под осетинский, и иногда это не работает так. А вот что касается смыслов, вот смотрите, например, «Кайдар загалжат, лапы бажат, яшау бандурал», да? Ну, это же принципиально. Что значит загалжат? Значит, у него не было родителей изначально. Лапуя бажат, то есть он вот родился, и сразу его никто не признал, яшау бандурал. И вот посмотрите, как у него. «Somebody's orphan son, he was left as a lad by the dying hearth alone». Ну вот можно поставить ему в заслугу только вот этот умирающий очаг, что, значит, получается, что он был чей-то сирота, то есть у него были родители, а это не так, его никто не признал. He was left as a lad. Lad — это все-таки парень, уже не новорожденный, не ребенок, это уже парень, и он остался у очага, то есть у него все-таки был дом, значит, у него был кто-то из родителей, хотя бы один, у него был умирающий очаг, и он был уже вот этим. Но это все не так. А в вашей версии? А в нашей версии, вот спасибо Виктору, у меня не очень ложилось вот это «Кайдар загалжат», но потом все-таки легло, у нас было «doomed to be forlorn, out of wedlock born, forsaken from that day». Значит, обреченные быть одни, рожденные вне брака и оставленные в этот же самый день. Ну, как минимум, смысл мы сохранили, а не исказили. Интересно, теперь на английском в вашей версии Кубаду попросить кого-то из ребят, чтобы они попробовали именно пропеть это. Мы сами попробуем, как Анахай у нас не получилось пропеть. Я тогда как предложение внесу. Возможно ли все-таки будет тогда организовать знаете, как вот мы все эти месяцы, я устраиваю, я всех, кого вижу, я всем начинаю это рассказывать. И как-то я провела пару, я веду у нас на факультете занятия по английскому. Ну и, конечно, злоупотребляю, где-то рассказываю про свои вот эти тоже всякие эти опыты. И как-то уже закончилась моя пара, все хорошо, и я так обижена, у меня девочки на 4 курсе хорошие, и я им говорю: вы меня даже не спросили, как мои переводы. Они так: как ваши переводы? Они поняли, что это будет надолго, очень обстоятельно, и я сейчас это им буду рассказывать. Но они мне тоже очень помогают, у них очень хорошее чувство языка. Вот можно я свою версию скажу про Рафиау? На мой взгляд, я не знаю, может быть, это было высказано кем-то, но я все-таки думаю, что Рафиау — это все-таки ода социальной несправедливости. И пастух, он не был безумен в том плане, что он увидел... Что он делает с финансами? Облака и прыгнул. Мне в детстве, когда Рафиау прочитали, я как бы... пастух, дурак, прыгнул в облака. А тут ты понимаешь, если ты знаком, я смотрел просто большой фильм. Всех оставил в дураках, прыгнул в облака. Да, я смотрел фильм про дагестанских пастухов, и вот тогда мне пришла мысль, я понимаю, что это очень тяжело быть пастухом, который в горы уходит, бегает сюда, что они буквально мало спят. И что от усталости и от напекания у тебя в какой-то момент может возникнуть желание, что это настолько тяжело, что ты готов и прыгнуть куда-то. То есть это не то, что он не безумный изначально, он обезумел от усталости. Я не знаю, насколько это правильно. Про пастыря я сейчас говорила, то в такой иерархии пастух — это очень важный человек же, да? Да. В скотоводческом обществе. Нет стада, нет жизни в горах. Так что... Да, знаешь как, если вернуться к тому, о чем мы говорили уже, почему важно вот такую переводческую работу как-то вот выносить, в том числе и на более какие-то широкие массы, потому что вот в обсуждении рождается какой-то если не истина, хорошо, то хотя бы мы приближаемся, может быть, к этой истине. И действительно, вот с этим произведением как обстоят дела.
Я не знаю, как сейчас, но, например, мы успели еще как бы застать период, когда в школах это стихотворение знали и читали. Ну, сейчас, я думаю, мало что должно было поменяться. формате. Да, в обязательном. Притом... Анахай, Ты знаешь, я как сейчас помню, Рафау, да. Айв Кашин, Ахурканен, все, и на следующий урок приходишь и рассказываешь, да. Но действительно, как бы, и все привыкли к какой трактовке, да, то есть, ну, как бы, в чем суть? В смысле, не прыгайте со скалы, облака вас не поймают, спасут, да. не спасут, да. Или наоборот, да. Или наоборот, да. Вдруг, да. И вот как бы за счет того, что все думают, да, вот то, что Эльмира Тамиловна тоже говорила, все думают, что знают эти тексты, при этом давно их уже как бы не читав. Вот просто оно где-то там... Не перерабатывая в очередной Да. раз просто, да. Есть прекрасная фраза: если вы хотите избавиться и стереть из памяти народа какого-то писателя, возьмите его книгу, поставьте на самое видное место и скажите, что это классик. Все только будут это... Да, она будет стоять, пылиться, читать никто не будет. Вот, ну, возможно, вот да, в этом русле. Ну, если можно, я вот чуть-чуть тебя перебью по поводу того, что это. Вот мы просто, Виктор писал статью об этом, и у него там это было, вот и у Шамиля Федоровича это было, о том, что вот в записных книжках Коста была такая запись «Амбишон», «Ахам амбишон диома фияу», Мих, это... Фета, это Бамбаган Калай Агапкота. Ну, это какая-то, вот бывают поговорки абсурда. Вот, ну, например, есть такое вот «Рагон лак терча шузинагурта», да, ну, как бы делать что-то, что не нужно делать, да, вот из этой поговорки или амбишон до этого, вот и родилось это стихотворение. Поэтому, как бы, может быть, изначально вот этот абсурдистский смысл в нем какой-то был. Ну вот, если можно, мы сейчас вот к переводу обратимся и опять застрянем на первом слове. И вот это в этом виноват Виктор Сергеевич. Ну, просто когда ты смотришь Раджа, да, Раджа хохот цупай кашти. И вдруг он переводит early. Early, да. Early, как там у тебя было? In the mountains. Early on the mountain height there was an insane shepherd. Ну, то есть дословно рано утром там, на горной высоте стоял как бы такой пастух. Insane. Но опять же, если вот возвращаться, например, к повествовательности... Я ему, первое, что я делаю, когда я вижу, вот он мне показывает, что у него что получилось, и я когда вижу это early on the mountain height, я говорю, ну не early, я говорю, это все-таки когда-то, once, каттар, да, раджа, ума каттар раджа, да, не раджа райш умай, а на что мне... Что-то... Да, ну, я так быстро не сдаюсь. Там дальше в тексте есть, все опять же, как, наверное, помнят, «Эш фахош сынан и жарма». То есть, если он собирается до вечера проспать, видимо, конкретно сейчас мизансцена разворачивается в утреннее время. Более того, пастухи, ну, извините, в 12, там, да, в час, часов-то у них, наверное, не было, но как бы... Нет, ну раз он уже дошагал до этого, да. То есть рано утром он вышел пасти овец, вот они там пускай стоят, а я до вечера пролежу, когда вечером мне нужно будет уходить и гнать их обратно, они там пока пусть пасутся, я потом к ним поднимусь. И вот как бы вопрос. Вот первое слово в произведении. Тут два смысла, очевидно, закладываются сразу. Ну, в раджа они есть, А как это передать в английском? Потому что в английском все-таки есть, ну, как было бы странно, если бы их не было, вполне конкретные тоже такие формулы речи, направленные на повествовательность, такой повествовательные формы, ну, как вот в русском «однажды и вот жили-были». Да. Вот у меня как раз «Once upon a mountain top» у меня получилось. А мы обошли вот факультет, там есть девочки, природные носительницы, хорошие ребята, есть у нас такие... с первым языком астинским, крепким и так далее. И мы всех спросили, когда им барут раджа, хохот супай каждый, ума кудерат алмаз каникой. А мы автока жахтам, ума райшо май раджа, кана каттар раджа, жахтой на каттар раджа. Фала Виктор. Автона жахтай, усын сонай да кухтан маширса. Вот, как сказать,
имеет право же такая версия тоже на существование, что early on the mountain top. Вот. Мне представляется, что это нарративность такая, вот именно как сказочный зачин какой-то начинается. И я бы тоже сказала once upon a, ну, в данном случае mountain top. Кстати, опять с Эдгаром у нас получилась перекличка once upon a midnight, да, этот ворон. Вот, ну, вот так интересно мы работаем. Мы не гарантируем, что и результат будет такой же интересный, но работа нам очень сама нравится и интересна. И вот, знаете, каждый раз, когда вот что-то вот такое нащупаешь, и даже начинаешь вот специалистов именитых и знаменитых спрашивать о чем-то, и они так, ну, вот, типа вот такого, а мы не клаку, там, ну, жон, хафтаембарн, самонтерафтаембарн, а он не клаку, там. И вот есть какие-то катрены, которые ты вот вроде складываешь слова, переводишь и смысл переводишь, а вот он не ложится. И пока ты вот эту какую-то глубинную связь не нащупаешь, и тогда у тебя, вот как только ты ее, да, поймал, вот в глубине где-то, на какой-то глубине ты ее поймал, ты думаешь, вот это да. И тут же все ложится. Вот несколько раз у нас такое было. И знаете, как я вот, конечно же, с уважением к Коста, это, как и все мы пропитаны этим, но я вот, честно говоря, сделала для себя какие-то вот открытия именно по масштабу его вот поэтического и философского дарования. Вот я сделала для себя открытие и очень за это благодарна. Я переводами не занимаюсь, но Коста, если для себя открыл заново, когда уже будучи в сознательном возрасте, стал перечитывать его статьи. То есть, ну, опять же, вот если классик, он лежит там, ты в сознательном возрасте вряд ли будешь классика читать. А если в сознательном возрасте там проведу эту нехорошую параллель, но все-таки прочитать станционного смотрителя Пушкина, то он будет вообще читаться по-другому, нежели как вот когда ты читал его в школе. И то же самое с Коста, когда ты читал его. Но многие благополучно не читают в школе, поэтому... Да, может быть, для них это первый опыт будет, да. Но когда нам еще повезло, у нас так астинского языка, литературы было много в школе. Но я когда Коста, но статьи Коста мы не читали, и вот я когда статьи его читал, я прямо, у меня было уже ничего себе он газует, там, ну это же прямо вот он прям напрашивается на ссылку, и сразу пропадает образ этого. Ты понимаешь, что этот человек с очень жестким характером, что не пытается острые углы обойти, там, срезать, наоборот, нарезает их как только можно. Вот. И это вообще перед собой предстает абсолютно другой человек. Ну вот насколько это, не знаю, в школах должны читать его статьи или нет. Знаешь, как у нас вот наша... Как ты сам говоришь, да, введи в школьную программу, да. И про это все забудут, да. Это первое, кстати, да. А второе, вот у нас всегда на уроках литературы наша учительница жаловалась, что у нее дилемма. Мы такие были какие-то очень пытливые, и, там, допустим, у нас урок по, там, не знаю, Марина Цветаева. Ну, кто-то там, естественно, накопал в интернете то, чего в школьной программе про Марину Цветаеву нет. И тут же озвучивает. А почему вот это не разбираем? Ну и она тут же нам говорила, что мы должны говорить о высоком, мы должны говорить об идеалах, мы должны вот как бы вот так. А если вам интересно там все остальное, найдете сами. Ну то есть вот насколько, как бы, возможно, это вот такой дидактизированный Коста, возможно, тоже имеет место быть, а потом уже вот, ну, другое дело, как бы, откроют ли вы для себя потом после школы. Ну, просто когда ты дидактизированный Коста, он отбивает желание потом читать Коста, да. Да. Вот, в этом проблема. Тогда к завершению подкаста я все-таки хочу, чтобы у нас было продолжение этой истории, и я вот прямо публичное чтение, давайте организуем хотя бы части произведений, в которых вы уже там уверены. Вот, мы можем даже их разослать, да, как-то. Мы можем какие-то тексты уже сделать достоянием гласности. И, может быть... Виктор, опубликуй в канале, я репостну. Не с листа, чтобы люди воспринимали это, а может, какая-то более подготовленная аудитория была бы. Но все-таки на слух тоже хочется, потому что вот сможем ли, вот, ну, чтобы вот эта передача ритма и прочего была. Прямо на площадке Крыльев ТВ мы сделаем публичное чтение астинского и английского, параллельные. А может быть, люди посмотрят этот подкаст и скажут, Я думаю, что этот подкаст
он же не делается для того, чтобы собрать вот именно прям очень много зрителей. Темы выбираются на самом деле именно для... Если это посмотрит 500 человек, то это те 500 человек, которым эта тема интересна. И я думаю, что те, кто посмотрят наш нынешний выпуск, они захотят продолжения, они захотят в этом поучаствовать, возможно, они захотят в этом поучаствовать офлайн. И я думаю, что эту возможность надо предоставить для них, потому что... Ну, может быть, тогда мы немножечко раздвинем границы, и пусть это будут не только люди, которые знают остинские тексты, но я думаю, это желающие, кому эта тема, ну, во-первых, там интересна, есть, да. тут есть переводы и русскоязычных текстов Коста, ну, в том числе и Фатима, в том числе и его другие знаменитые произведения стихотворные. Поэтому вот... Ну, я предлагаю выбрать тогда несколько произведений. Понятно, что мы не сможем все охватить, но хотя бы несколько произведений, которые мы смогли публично зачитать. Я думала, зачитать. мы сегодня так четко прям Наштван и скажем вот так, потом Шагаш и все про Шагаш, Новш и все про Новш. Ну, возможно, как-то эклектично получилось, но тем не менее. Ну, это же подкаст. Да, ну... Да. Вот. На этом мы с вами прощаемся. Будет продолжение.